Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важные новости о вашем будущем. Давайте посмотрим, что вы сами себе передаете из вашего будущего. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте. Чужое к себе не притягивайте, но и свое не пропускайте. Здесь дорог много показали. Дороги, которые будут открыты, либо будут открываться для вас, перед вами. Возможно, сейчас для вас это проблема, либо вы в каком-то тупике находитесь. Может быть, вы куда-то хотите поехать, попасть, но это невозможно сейчас. Вы сами себе говорите, просто подожди, немного подожди, и дороги откроются. В прямом смысле слова, да? Это станет возможно. Куда-то уехать, поехать, может быть, где-то побывать, исполнить свою мечту, исполнить свое желание. Так, еще момент связан с деньгами, а вернее с их отсутствием. Либо с ситуацией, когда вам нужно деньги давать, отдавать, возвращать. Опять же, вы все разные. С левой стороны. Благодаря какому-то человеку ситуация поменяется. Опять же, у кого-то человек выступит как ваш спонсор, у кого-то человек станет вашим, например, там, избранником, избранницей и поможет вам материально. У третьих, возможно, человек даст вам хорошую работу. Вы сможете работать, зарабатывать и поправить свое материальное положение. Да, вы все разные. Мне показывают человека, который вот деньги дает, платит, дает, спонсирует. И это как выход из ситуации, сложной ситуации именно по финансам. Еще мне показывают чашку, у которой отбилась ручка. Я так понимаю, что это чашка, которую вы склеили, да, то есть она уже была не в рабочем состоянии. То есть тут как эту битую чашку не клей, все равно ручка отвалится. Но ручка — это самое главное. Понимаете, ручка — это и есть вот символ союза, символ полукольца. Мои хорошие, ну что, очевидные вещи. Возможно, вы сейчас очень сильно расстроились, но то, что разбито, его лучше утилизировать, да, отнести в мусор, выкинуть. Здесь как попытка, наверное, склеить, но она не очень удачная. Здесь явно, да, опять трещина, скол появится, и ручка вот отвалилась. Не морочьте голову с прошлым, идите в будущее. Такой немножко жесткий, но вполне себе посыл. Вы сами себе это говорите. Не клей то, что разбилось, все равно сломается. Оно уже не функционирует нормально, полноценно. Иди в будущее. Иди в будущее, да. Так, еще собачка у вас здесь выходит. Собачка что-то не то. Давайте так. Собачка может укусить. То есть ваш друг, в ком вы сейчас души не чаете, может какой-то поступок совершить не очень благородный, не очень хороший, не очень приятный, да? Собака может укусить. Вы сами себя предупреждаете, может быть, не так сильно доверять, может быть, не так глубоко посвящать человека в свои какие-то тайные секреты. Потому что будет момент, когда собака кусает.
специально, случайно здесь не показали. Да? Ну, в жизни все бывает. Чтобы вам потом не было сильно больно, да, лучше тоже немножечко так держать дистанцию и слишком много себе не рассказывать и слишком сильно не доверять другу либо подруге. Потому что собака может укусить. Причем как-то неожиданно из-под тишка. Вот, имейте это в виду, запомните, пожалуйста, эту информацию. Потому что здесь страдания идут больше как моральные, сердечные. Да? Ну, вот вы любите свою подругу, вы любите своего друга. Может быть, вы там и Крым, и Рим, и медные трубы вместе прошли, в разных ситуациях побывали. И тут, как знаете, ничего не предвещает, если человек с вами так поступает. Конечно, это очень больно, и сердце будет болеть. Вот. Чтобы такого не произошло, все-таки держите дистанцию и сильно, ну, как говорится, не рассчитывайте. Да? Так, еще вы себя показываете в какой-то новой роли. У вас какая-то очень интересная шапка, похожа на цветок лилии. Но это явно роль высокая, потому что лилия – это королевский цветок. Опять же, повышение на работе, какой-то статус, популярность может отыграться, известность, даже в своих узких кругах, но все равно о вас будут говорить, и вы собой будете гордиться, что вы смогли это достичь. Все вы делаете сами, вам тут практически никто не помогает. Да, грубо говоря, на голом энтузиазме идете, и вы собой будете очень гордиться. Чего-то вы прям достигнете. Либо то, о чем вы сейчас мечтаете, вот смотрите, может быть, у вас какие-то уже планы, наработки, мечты, вы этого точно достигнете, и даже больше. Пусть чуть-чуть, но больше. Ну вот, смотрите, как красиво вы восседаете. Так, еще мужчина. Мужчина, который сможет вас заинтересовать, либо в себя влюбить. Давайте так. Женщины, мои хорошие, здесь показывают мужчину, который поменяется с вами сердечками. То есть вы ему свое, а он вам свое. То есть такой обменчик у вас состоится. И даже если вы сейчас не согласитесь, скажете, что любить? Нет, нет, никогда, ни за что. Да, любовь — это боль. Полюбите. Вот он добьется этого, он сможет вас влюбить в себя, и при этом сам вас влюбится. И вы сердцами поменяетесь. В прямом смысле этого слова. Но любовь, идет любовь, и вы будете любить, и будете любимы, вот 100%. Мужчина, кстати, очень интересный, и он разукрасит вашу жизнь какими-то новыми впечатлениями и невероятными эмоциями. Так, шторм здесь показан, штормит. Дважды вас будет штормить, но это всего лишь волны. Всего лишь волны, либо всего лишь разговоры, всего лишь страхи. Здесь все хорошо будет, все хорошо закончится. Так, еще показывают мне образ человека с жалом. То есть человек опасный, вредоносный, и, возможно, этот человек вас жалил, причинял вам боль, раны причинял. Человек как будто бы как под колпаком находится, под колпаком, но уже не ужалит. Какое-то состояние, либо какое-то место, откуда человек уже не сможет вырваться, и будет как под колпаком, и не сможет никого ужалить, и не сможет никому боль причинить, ну уж тем более вам. Может быть, даже в прямом смысле слова человек будет там под арестом, либо в места не столь отдаленные помещен. Но жалить он точно больше не будет, либо она не будет больше жалить. Здесь у вас змеи, змей очень много, и они, смотрите, начинают вот как пожирать друг друга. Вот они там клубками собираются, катаются. Друг друга они как кусают, поедают, как самоуничтожением занимаются. Змеи. Здесь люди, которые, например, к вам очень плохо относились. Может быть, даже какая-то змеиное гнездо. Может быть, это какие-то родственники, может быть, соседи, может быть, еще кто-то. Ну, там несколько людей, и вот вижу, что они друг друга пожирают. Вы то ли отомстить им хотели, то ли им что-то доказать хотели, то ли вообще избавиться от них, от их влияния. Но не волнуйтесь за этих людей, они сами себя там пожрут. Вот.
Не стоит о них думать, они этого не заслуживают. И уж тем более не стоит в них руки марать, да, в попытках им отомстить. Они сами друг друга уничтожат, пожрут. Это просто неизбежно. Они настолько ядовитые, настолько токсичные. И они, как, знаете, эти каннибалы какие-то даже. Фу-фу-фу. Там что-то ужасное будет происходить. Ужасное и трагическое. Вот. Тоже такой момент. Вы, слава богу, этого не увидите. Но вы об этом обязательно узнаете со всеми подробностями. Ну вот змеи друг друга пожирают. Так, а еще здесь мужчина, который горько жалеет о каком-то своем действии, о каком-то своем поступке. Нужно было пройти какому-то времени определенному, чтобы он вот эту свою такую ухмылку, ехидную ухмылку поменял на море слез. Он просто страдает, он рыдает, он сам себе не рад, он проклинает свою жизнь, сам себя проклинает, да, за то, что он так, ну вот почему-то идет слово «лоханулся». Вы меня простите, может быть, он так выражался в свое время, что вот он такой глупый был, и что он допустил такую фатальную ошибку. За ним целая толпа стоит, они все от него чего-то хотят, они все, он полные, довольные, а он прям в такую ниточку превратился, то есть все силы потерял, может быть, все соки с него выжили, все деньги у него забрали. И вот он прям сокрушается, рыдает о своей ошибке, о том, что он свою жизнь как профукал, проиграл. Ну, я так понимаю, что это кто-то из ваших бывших, либо какой-то непутевый мужчина, который, ну, совершил действительно ошибку. Может быть, вас не выбрал, может быть, выбрал другую женщину, может быть, вас не послушал, послушал какую-то другую женщину. И вот теперь он страдает и рыдает. Даже у кого-то отыграется, что он наберется смелости, наглости и будет к вам обращаться за помощью. Но это же прям совсем фу-фу-фу. Не-не-не, нет. И все равно ему уже ничего не поможет. Даже если вы очень захотите ему помочь, ему уже ничего не поможет. Он уже там раб ситуации стал. Он уже там в рабстве находится. Не-не-не, там уже все, конец. Действительно проиграл свою жизнь. А здесь мне показывают ваше какое-то перевоплощение. Смотрите, формы будут меняться. Может быть, спорт, правильное питание и также, возможно, хирургическое вмешательство. Да, может быть, вы давно хотели что-то сделать, там, круговую подтяжку, либо форму груди поменять. Но вот вижу, что давно хотели что-то сделать, и у вас все получится, мои хорошие. Здесь потрясающие эффекты, вы будете абсолютно всем довольны. То, что вы для себя хотите, вы это точно воплотите, сделаете. Даже если это пластика. Будет проведена операция, и все будет просто конфетка. Вот. Ну, либо спорт в сочетании с правильным питанием. Но форма, у вас будет меняться форма. Мужчины то же самое. Форма будет меняться. Так, и еще. Я понимаю, для кого-то это прям больная тема. Тут что-то с волосами связано. Опять же, мужчина и женщина одинаково. Может быть, вы стремительно теряете волосы, да, шевелюру свою теряете. Смотрите, здесь говорят вам о том, что не трать деньги на что-то, баночках. Не знаю, баночках, может быть, какие-то БАДы, витамины, микстуры, как тоники, тонеры. Не трать на это деньги. Вот показывают человека в халате. Я так понимаю, что это доктор. Доктор, может быть, стоит сдать анализ и полный вот, да, развернутый анализ. По-моему, развернутый анализ крови это называется. И чтобы вам сказали, чего-то вам не хватает. Пока вы это не будете принимать внутрь, да, то, чего вам не хватает, волосы вы будете терять. И даже самые дорогостоящие там средства, пилюльки, не знаю, припарки, это не поможет. Вы просто зря тратите деньги. Тут либо гормональный сбой, либо как что-то не усваивается, либо чего-то не хватает. Но тут только доктор вам может сказать. Вы как будто бы уже потратили много денег. Вот прекратите, не тратьте, идите к врачу. Вот именно через кабинет врача у вас этот вопрос решается. Через кабинет врача.
И еще, мне еще показывают какие-то инъекции. Может быть, вам что-то начнут колоть, и вот оно будет помогать. Может, это какие-то капельницы специальные, может быть, с какими-то уколами. Инъекции мне показывают, как иголочки. Ну, идите к врачу, все решится. А самолечением не занимайтесь. Вот эти все такие из интернета вычеркиваем, да, не смотрим их. Они, конечно, красиво умеют рассказать, но оно не работает, либо не помогает. И вы это видите, да, вы это понимаете. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.